Финансовые потери республиканских аграриев из-за падения цены на зерно составили почти 8 миллиардов рублей. Власти заявляют о необходимости разработки и внедрения технологий производства продукции растениеводства с уровнем доходности более 10 тысяч рублей с каждого гектара. О том, как Минсельхоз Башкирии готов помогать аграриям выйти на высокодоходное производство, расскажем в выпуске. Здравствуйте, с вами программа «Агробизнес», в студии Роза Хузина. И ключевые темы сегодня. Высокомаржинальные культуры на экспорт. Почему в Илишевском районе сделали ставку на выращивание горчицы и рапса? В Башкирском государственном аграрном университете представители Российской академии наук собрались вместе для того, чтобы поделиться инновациями в сфере сельского хозяйства. И гость в студии расскажет о реализации государственных программ в сфере АПК в нашем регионе. Аграрии Илишевского района прогнозируют рекордный урожай высокомаржинальных культур. Сейчас в районе обрабатывают посевы рапса и горчицы. По оценке экспертов, их реализация с каждым годом становится все рентабельнее для фермеров. Кроме того, на полях района проводится исследование новой для республики высокодоходной культуры. Если она приживется, то аграрии будут ее выращивать в промышленных масштабах. Теперь в погоне за рентабельностью аграрии большое внимание уделяют рапсу, нуту, сое и горчице. А в районах чуть ли не соревнуются в увеличении площадей их посева. К примеру, в Илишевском районе долю рапса и горчицы довели до 15%. Это один из высоких показателей в Башкирии. Выгода здесь в том, что сегодня рынок зерна в России он переполнен, цены на зерновые культуры весьма низкие. А рапс является достаточно рыночной культурой с хорошей реализационной ценой. Сегодняшняя цена его стоит в пределах 18 рублей. Можно легко посчитать, что если 2,5 тонны мы получим, то в пределах 45 тысяч можно выручить с каждого гектара. При себестоимости возделывания в пределах 13-14 тысяч. Аграрии Илишевского района реализуют рапс не только в республике, но и в соседних регионах. Он идет как ценный белковый корм для домашних животных, так и для производства рапсового масла. Однако это еще не все. Безусловно, первое основное назначение его биодизель, изготовление. В этом году в республике начали с активной работы. Я знаю, аграрный университет занимается получением биодизеля. Вполне вероятно, что в ближайшие годы эти посевы рапса они будут используются полностью на биодизеле. Кроме того, в том же Илишевском районе аграрии начали проводить исследования с другими высокомаржинальными культурами. К примеру, сейчас специалисты следят, как в наших условиях поведет себя озимая сурепица. Проводим испытания, потому что все-таки пробовали мы озимый рыжик, озимый рапс. Плохо зимует в наших условиях. Вот решили остановиться на озимой сурепице. Надеемся получить какой-то результат, начать семеноводство этой культуры в хозяйстве и реализовывать хозяйство в нашей республике. Чтобы использовать, во-первых, надо увидеть, что сорт адаптивен к нашим условиям, начать ему семеноводство, и потом уже будем рекомендовать нашим хозяйствам, у нас 10 сельхозов, для того, чтобы на своей территории высаживали. Хочу сказать сразу, менее 200-300 гектар высевать культуру какую-то отдельно, она просто нерентабельна. Под это надо определенные технологии разрабатывать, определенные затраты, поэтому рассчитываем не менее 300 гектар каждого хозяйства этого сорта иметь. В целом по республике специалисты агросектора отмечают, планы сева рапса и нута выполнены. В ходе посевной кампании аграрии организовали структуру посева в пользу высокомаржинальных культур. Также об этом неоднократно говорил заместитель премьер-министра Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов во время зональных агрономических совещаний. В итоге доля высокомаржинальных культур сейчас уже превысила 10%. При этом аграрии уже сейчас говорят, что посевные площади высокомаржинальных культур будут увеличены. Исходя из того, что какая тенденция сложилась, я могу предполагать и комментировать, что рапс дойдет до 80, до 90 тысяч гектаров, лен будет возделываться на площади 60-70 тысяч. Кроме того, планируется построить завод по переработке рапса и производству растительного масла. Предприятие должно появиться до конца 2020 года. Общий объем инвестиций в проект составит 1,5 миллиарда рублей.
Минсельхоз Башкирии начал отбирать получателей грантов для начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм. В этом году ведомство получило 185 заявок. На днях на площадке Башкирского государственного аграрного университета состоялось выездное заседание Российской академии наук. Цифровые технологии и инновации в сельском хозяйстве. Эта тема была одной из ключевых на мероприятии. В рамках проведения выездного заседания Российской академии наук мы проводим демонстрацию достижений нашего аграрного университета в области цифровых технологий, механизации, электрификации сельского хозяйства. Среди приглашенных гостей очень большое количество академиков, которые известны как в Российской Федерации, так и за рубежом. Мы показываем одну из новейших разработок. Это внедрение новых технологий по использованию экологически чистых горюче-смазочных материалов, изготовленных на основе рапсового масла, масла крамба и подсолнечного масла. Польша закупила около 2 тонн башкирского меда для свободной реализации у себя в стране. Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан сообщает, что продукция прошла полное лабораторное исследование на соответствие всем требованиям технических регламентов Таможенного союза. На данный момент у нас обследовано для экспорта в Республике Башкортостан 26 предприятий. 11 из них это предприятия по продукции пчеловодства. В основном исследования проводятся на остатки запрещенных и вредных веществ, такие как антибиотики, которые используются при лечении животных, в том числе и при лечении пчел, а также на остаточное количество пестицидов и других химических показателей. По результатам этих исследований продукция, которая экспортируется в страны ЕС, соответствует требованиям страны ЕС и требованиям стран Таможенного союза. Об итогах реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в Республике Башкортостан мы поговорим с заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Лялей Давлетбаевой. Здравствуйте, Ляля Рифмировна. Здравствуйте. Какие моменты реализации данной программы вы могли бы отметить? Во-первых, я бы хотела отметить в целом положительную динамику реализации этой программы. Во-первых, в растениеводстве, да и в животноводстве можно сказать, что мы идем с ростом. В растениеводстве увеличение по итогам 2017 года мы получили по таким видам, как зерновые, сахарная свекла, подсолнечник. И хотелось бы отметить, что отрадно это произошло не только увеличение объемов производства, но и увеличение качества продукции. То есть урожайность зерновых, например, составила по итогам 2017 года 22 центнера с гектара. Это почти на 15% выше, чем в 2016 году. Сахарной свеклы 303 центнера с гектара. Это рост 40%. В животноводстве темпы, конечно, несколько ниже, но тем не менее среди положительных моментов это увеличение объемов именно товарного молока, то есть того объема, который производится сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами. Здесь мы вышли на объем 715 тысяч тонн. Следующее направление, которое бы хотелось отметить, это прирост именно по такому сегменту, как птицеводство и свиноводство. Здесь ключевыми игроками у нас стали группа компаний «Русское зерно», где увеличение объемов производства мяса птицы составило почти в 2 раза, и Уфимский селекционно-генетический центр и Максимовский свинокомплекс, где увеличение порядка 20%. Но следующее направление, наверное, это увеличение заработной платы. То есть если мы по госпрограмме ставили планку 17 800, то 2017 год мы закончили с показателем 21 500 рублей. Но здесь я тоже оговорилась, потому что большая отмечается разница в заработной плате среди муниципальных районов. Если, например, в Благовещенском, Уфимском районах, Благоварском районе заработная плата в среднем составляет более 27 тысяч рублей, то есть районы Белорецкий, Мишкинский, где зарплата чуть более 9 тысяч. Следующее направление – это активизация инвестиционной деятельности. Несмотря на то, что у нас сегодня рынок, скажем, неординарный, и были определенные сложности, и ряд проектов сдвигали сроки реализации, тем не менее, в 2017 году была завершена реализация 4 крупных проектов. 2 проекта – это по ООО «Элеватор», это в селе Маячное. 1 проект – это Уфагормолзавод и ГУСП «Совхоз Алексеевский». В целом, объем инвестиционных вложений в ВПК Республики в 2017 году составил около 7 миллиардов рублей. Было создано 940 новых рабочих мест. И в 2018 год мы планируем выйти на отметку 9 миллиардов. Следующее направление – это программа устойчивого развития сельских территорий. Здесь показатели госпрограммы выполнены в полном объеме. И
отрадно говорить о том, что именно здесь вопрос встает именно о социальном развитии села. То есть вот порядка 460 семей в сельской местности получили новое жилье. Было газифицировано 6 населенных пунктов. В 10 населенных пунктах была проведена вода. Реализуются проекты по инициативе граждан. Так, 3 проекта было запущено в 2017 году. Это спортивные площадки, игровые детские площадки. И завершены 2 проекта по направлению комплексной компактной застройки. Насколько мне известно, на днях на заседании Президиума правительства Республики Башкортостан была защищена проектная инициатива «10 тысяч плюс». В чем ее суть? Расскажите, пожалуйста. Ну, я бы немножко хотела сказать, что послужило предысторией этой инициативы. В последний год аграрии наши испытали сложности, именно конъюнктурные сложности на рынке. То есть мы увеличили объем производства на порядка 20%. При этом цены на зерно, на молоко в среднем упали на 30%. Поэтому сегодня мы ориентируем аграриев как раз на высев высокомаржинальных культур, которые, несмотря от волатильности рынка, тем не менее пользуются спросом. Суть этой проектной инициативы как раз в том, чтобы научить аграриев сегодня разработать для них технологии, для каждого отдельно, персонально, которые позволят выйти им на производство и выращивание высокомаржинальных культур с тем, чтобы в итоге получить экономический эффект в объеме не менее 10 тысяч рублей с 1 гектара. То есть это полное сопровождение агрария с учетом его особенностей, это обеспечение средствами защиты растений, семенами и полное сопровождение. В последнее время Минсельхоз Республики практикует обучение аграриев по разным направлениям. Это были обучения и с проектом 1000 агрономов, зональные агрономические конференции. Планируете ли вы какие-то еще новые программы? Безусловно, сегодня Министерство сельскохозяйства делает огромный упор именно на повышение квалификации, приобретение компетенций аграриями. На сегодняшний день уже начаты зональные семинары, совещания, в том числе с привлечением ученых, известных по кормозаготовке. Они также проходят в муниципальных районах республики. Следующий этап – это зональные дни поля. То есть в каждой зоне определены базовые хозяйства и базовые районы, в которых будут презентованы современные разработки и научные достижения именно для той или иной природно-климатической зоны. Ну и в продолжении мы планируем также обучение в этом году провести по направлению бухгалтерский учет, это кадровые службы. И на следующий год, раскрою секрет, одна из задумок – это обучить наших аграриев различным направлениям малой переработки. У Минсельхоза есть еще одна интересная проектная инициатива под названием АПК «Перспектива». Напомните нам, о чем идет речь? Ну, инициатива направлена на создание условий для развития башкирской аграрной науки и коммерциализацию ее научных разработок. То есть, по сути, мы создаем тепличные условия для зарождающегося проекта, который будет взрощен, который будет доработан, для которого будет найден инвестор и который будет реализован уже непосредственно в производстве и в бизнесе. Дальнейшее сопровождение подразумевается этого проекта и в случае необходимости какая-то корректировка и пакет поддержки, который необходимы для продвижения этого проекта. На этой неделе завершился прием заявок на получение грантов, субсидий по программам «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы». Я понимаю, что рано делать какие-то итоги пока, но могли бы вы нам озвучить, какие направления чаще всего выбирают аграрии вот по итогам этих заявок? Безусловно, еще итоги не подведены, потому что сегодняшний день продолжается заседание комиссии. Я хочу отметить, что в этом году у нас новшество, то есть заседание комиссии по грантам проходит в онлайн-режиме, то есть на канале YouTube. Каждый желающий может зайти посмотреть, как проходит защита проектов. Что касается направлений, то они, я бы сказала, традиционные. Основной упор все-таки аграрии делают на животноводство, это мясное и молочное скотоводство. В этом году очень много проектов в области развития коневодства. Спасибо большое, Ляля Рифмировна, за интересную беседу. А я напоминаю, о реализации государственных программ в сфере АПК мы беседовали с заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Лялей Давлетбаевой. А в эти дни в Сибае проходит экономический форум «Зауралье-2018», где обсуждается одна из ключевых тем – агробизнес, вызовы для регионов и возможности кооперации. Об итогах этого форума мы расскажем ровно через неделю в это же время в следующем выпуске нашей программы. И на этом сегодня все. С вами была Роза Хузина. До свидания.